И давайте подробнее, наверное, остановимся на теме дроперства, да, о котором говорил Антон Анатольевич в своем выступлении. Для вас это знакомое слово? Знакомое. Первое, что вынуждает людей становиться дропами, это отсутствие денег. В основном жертвами мошенников в этом направлении становятся как раз студенты. Родители не могут отправлять деньги постоянно, да, и содержать их. Это те студенты, которые не могут работать и живут на стипендию, которым не хватает. Но кроме студентов еще это могут быть и пожилые люди. То есть, в принципе, все, да, кому не хватает денег. Что может стать для дропера, да, его участие в таких мошеннических схемах? Да, быстрый заработок, согласна. Но за один день человек может потерять всю свою жизнь. Потому что как раз когда жертва мошенников пишет заявление, она указывает банковские данные того человека, которому она отправила деньги. А это могут оказаться данные именно дропа. То есть обыкновенного студента, парня, или обыкновенной многодетной мамы, которая проживает где-то в деревне, которая абсолютно не знает, как ее банковские данные использовали мошенники и так далее. И он, и она могут в моменте получить до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу пострадавшего человека. Понимаете, да? То есть здесь последствия такие очень страшные. Народным фронтом разработаны инструменты по борьбе с кибермошенничеством. А именно, я бы хотела заострить ваше внимание на сайте Мышеловка. Что это за платформа? Этот сайт появился, кстати, в 2021 году в России. Эта платформа Мышеловка была создана именно для борьбы с мошенниками. На сайте мышеловка.рф граждане оставляют заявки с описанием мошенничества, с которым они столкнулись. Также на платформе размещается алгоритм с подсказками о том, что делать и куда обращаться, если человек стал жертвой мошенников. Данный проект реализован при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности и правового портала fingramota.ru. Цифровая платформа работает как многофункциональный информационный центр. На сайте принимаются сообщения о мошенничестве, обрабатывается сигнал, проводятся консультации. Все обращения анализируются, и на основе присланных данных разрабатываются законодательные инициативы, направленные на предотвращение мошенничества. На сайте размещаются полезные советы для граждан. Кроме полезных советов указаны основные мошеннические схемы, которые обоснованы сигналами пользователей. То есть это реальные схемы, которые работают. А самое главное, что на сайте граждане могут сдать мошенника. Заполнив простую форму, человек может помочь в поимке преступников. В форме указывается и регион, и город, и формат мошеннической схемы. Ну а нашим отделением Народного фронта для продвижения платформы мышеловка.рф мы совместно с каналом Округ ТВ при поддержке исторического парка «Россия. Моя история» на еженедельной основе выпускаем программу, отдельный телепроект, это «Зона особого внимания», где уполномоченный по правам человека по Республике Саха-Якутия и Народный фронт рассказываем о платформе, рассказываем о том, как не стать жертвой мошенников, а также проводим профилактику среди населения, озвучивая основные мошеннические схемы, а также озвучиваем новые схемы для информирования граждан. То есть стараемся постоянно говорить только на актуальные темы. Спасибо за внимание. А сейчас я хочу передать слово Дмитрию Александровичу Панькову. Ну, во-первых, конечно же, хочу всех поблагодарить за то, что вы сегодня выделили свое драгоценное время и именно на такую важную тему поговорили с друг другом, встретились на этой площадке, поговорили со студентами. Я, забегая вперед, уже сказал о том, что я очень рад видеть сегодня молодых людей. И, в принципе, я думаю, со мной разделят мое мнение спикеры сегодняшние. Кто, как не молодежь, знает, как работать с ИИ, с искусственным интеллектом, знают те схемы мошеннические, потому что они обсуждаются в своей среде студенческой, обсуждаются в интернете. Если только дать задание
нашей молодежи, которая учится в СПО, в вузах, чтобы они проводили профилактику со своими бабушками, дедушками, родителями, тетями, дядями. Ведь на одного студента, условно говоря, 3 взрослых точно человека, 4 приходится, которые как раз-таки, согласно нашим статистическим данным, именно становятся жертвами мошенника, как правило, да, по возрастным группам. Поэтому я думаю, сегодняшним форумом мы, создавая общественные предложения, которые лягут на стол главе Республики Саха-Якутия и пойдут в Госсобрание Илтумен, мы обязательно включим такое вот это вот предложение о том, чтобы в наших учебных заведениях, хотя бы в Республике Саха-Якутия, начнем, может быть, с города Якутска, проводилось дополнительное какое-то занятие или в рамках какого-то предмета, вот именно связанное с борьбой с мошенничеством. Наши уважаемые спикеры Министерства внутренних дел тоже могут предлагать вот эти материалы, которые будут озвучены, ну а самостоятельная работа студента или домашнее задание, так называемое, будет состоять именно в той профилактической беседе со своими близкими. Я думаю, это будет очень действенный механизм, потому что действительно соотношение студентов и той группы населения, до которой они могут дотянуться, это очень большая цифра на самом деле. Поэтому такое есть предложение. Ну а вам всем спасибо за сегодняшние прекрасные доклады, предложения и, конечно же, за уделенное внимание. Спасибо.